Кавказ, Республика Ингушетия. Столица – город Магас. Население республики более 500 тысяч человек, а всего ингушей по всему миру проживает более 700 тысяч. Ингушский язык относится к нахской группе языков. Вайнахи – это древнейший коренной народ Кавказа. Вероисповедание – ислам, суннитской ветви. Столетиями ингуши традиционно жили в родовых горных селениях. Строили большие каменные дома и сторожевые башни крепости, где спасались от врагов. Сейчас 95% семей живет в Сунжинской и Алханчуртской долинах. В 1944 году XX века ингушский народ пережил страшную трагедию – сталинскую депортацию в Казахстан, Киргизию и Среднюю Азию. Возвращение на родную землю произошло после 1956 года. Почти все башни, родовые гнезда, дома оказались разрушены. Но в крови ингуша живет вечный строитель. Говорят, нет ингуша, который не строит семейный дом. И нет дома, где не слышны детские голоса. В июле, перед месяцем Рамадан, ингуши спешат сделать то, что откладывали весь год. Старшие рода следят, чтобы все прошло по обычаю. Невеста в традиционном ингушском свадебном одеянии. За ней приехали друзья жениха в сопровождении старших рода. Иголка в подоле платья – это защита от сглаза, порчи, злых духов. Потом на горной реке она проткнет этой иголкой яйцо и разобьет его о речные камни. Дай Аллах, чтобы ты была счастлива, будь хорошей женой, ради много крепких детей. Ни один мужчина не должен увидеть лица невесты. По традиции, родные невесты остаются, так и не увидев будущего зятя, а она навсегда покидает свой дом. В общем, знаете, как ингуши говорят? Мы все друг другу родня, мы все родственники. Вот мы приехали в гости, я только захожу и уже представляюсь, говорю, вы мои захлыш, то есть вы для меня более такая почетная сторона. Но тут же хозяин дома сразу расставляет акценты и мне говорит о том, кем я довожусь этому дому. То есть сразу, получается, я стала почетной гостьей. Но вот встретятся два ингуша в любом конце республики и мира, мы обязательно найдем наши родственные связи. Мы обязательно найдем общих родственников.
А вот это жилая башня, живой. Здесь люди жили. Вот здесь у них, вот здесь вход был. Вот наверх 2-й этаж, 3-й этаж. Вот здесь люди жили. Сколько лет этой башне? 900 лет, примерно так. Даже может и больше быть. В 905 году здесь было мощнейшее землетрясение на Северном Кавказе. Когда землетрясение было, горы все разрушились. А эти башни, трещины не было, ничего не было. Но это традиционное ингушское блюдо, называется чапальгиш, делается из пшеничной муки. И тесто готовится очень просто. Добавляется в кефир добавляется муку. Чаще всего лепешки делают с сыром, с картошкой. Летом, так, когда очень много трав, делают с добавлением разных трав. Старшее поколение исключительно любит вот такую еду. Вообще это традиционно готовится, когда приходят гости. Каждый день, если хорошая хозяйка, потому что это достаточно трудно. Да, вот это трудоемкая работа, и если хозяйка вот такая, как Айшат, которая любит, видимо, и сама хорошо поесть, и угостить других, вот в таких семьях, видимо, готовится каждый день. У меня это не часто в моей семье. Здесь мы живем. Основатели этого села Хутиев. Вот эта башня первую построили Хутиев фамилии. Здесь 4 фамилии жили. Вот эту башню, вот, которую построили мы. В прошлом году мы достроили ее. Мы двоюродный брат. Как он сюда приезжал, его мечты были все время эту башню достроить, как это. И вот он свои мечты исполнил. Вот эту башню он строил своими руками. Здесь мой брат работал, племянники работали. По старинному технологии и до конца. Вот это построили. Ну, традиционная ингушская кухня. Туда, конечно, кроме лепешек входят и различные другие блюда. Дулх халтем на ингушском называется. Дулх – это мясо, халтем – галушки. Для почетных гостей, вот особенно на свадьбах, обязательно преподносится курдюк, голова, баранья. Потом всем сидящим за столом подходят молодые люди, обслуживающие, и нарезают тоненькими ломтиками. Мой отца звали Магомед. Его отца звали Хосбот. Хосбота отца звали Джимхаж, а Джимхажа отца звали Мельк. Мельк звали. И вот 4 поколения я могу рассказать. Свадебные котлы или на похоронах исключительно мужчины. К этому котлу никогда женщины не подходят. Чаще всего этот котел прерогатива племянников. О субординации мы можем сказать в отношении зятьев ингушей. Зять – это особый человек, он никогда не видит свою тещу, но в то же время зять тоже имеет столько обязанностей. Он должен сделать все максимально очень хорошо и на похоронах, и на свадьбе, независимо от его финансовых возможностей. Он не имеет права ни стариться, ни беднеть. Народ у нас ингушетский, гостеприимный, аккуратный, приятный. Есть некоторые, ну ничего, они тоже исправятся. Духовенство у нас отличное, уважает друг друга, дружный народ. Как известно, ни одна свадьба не обходится без барашка, а то и 10. Это национальный, да? Да, это национальный. При молитве их одевают обычно. Вы знаете, вот что самое интересное, у нас заказы идут не только местные, заказы идут с Бельгии, с Германии, с Франции, с России. Девочка, которая перевидела в Бельгии, Германии, я считаю, их удивить тяжело красотой. Они звонят или приезжают, мы хотим свое.
Они ингушки, они хотят заказать свои национальные костюмы. Я хочу выйти замуж в национальном ингушском костюме. Вот сделайте мне так, чтобы я выглядела красиво. Мы вкладываем туда и душу, фантазию, все, что можем. Это же ведь костюм, это история. Это не мы придумали, и это же культура все-таки. Весь род собрался в ожидании невесты. Приехали из ближних и дальних сел, городов, республик. Но прежде чем невесту отведут к любимому, его мать и женщины рода должны убедиться в умении новой хозяйки. Все должно пройти по традиции. Если мать мужа встречает медом, значит, она обещает счастливую жизнь. По традиции, будущая жена должна быть молчаливой и умелой. Та особенность, как роднятся ингуши, когда женят сыновей, выдают дочерей замуж, можно эту особенность назвать неким ингушским монолитом, потому как мы заключаем друг с другом родство, фамилии, которые не были раньше родственными, тейпы, которые не были раньше родственными между собой. То есть скрепление новых фамильных тейповых уз происходит, тем самым скрепляют союз и другие фамилии, и другие семьи. И те, кто за ними стоят, они между собой соблюдают родство. И поэтому, оказавшись где-то, мы, спрашивая друг у друга, тут же сразу говорим, а мы с тобой родственники. То есть это и есть некий такой ингушский монолит. شريعة داوينا شو وقوش حجيدها طريقة داوينا شو كشي حجيدها مكة يسنشو غيظ حجيدها يرسى قبل دهوة مكة يسنشو Вот эта башня, это мои роды башни. Вот это звание, это Эрзи. Село Эрзи, это мы там жили, отец, наши старики все там жили, а потом они приезжали сюда. Мы там жили, это родина мой. Давай, держак.
Заслуженный художник Российской Федерации Мурат Паланкоев строит рядом с большим уютным семейным домом башню. На 3 из 5 этажей он собирается открыть галерею. Но не это главное. Главное для него сама башня.